В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Перспективы российской экономики и финансовых рынков в условиях глобальной конкуренции обсудили участники 5-го Московского финансового форума, завершившегося недавно в Москве. Организаторами выступили Министерство финансов Российской Федерации и правительство Москвы. Одна из тем обсуждения – инвестирование экономики. Об этом мы поговорим с нашим спикером Валерием Жандоровым, министром финансов Республики Саха-Якутия. Валерий Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Форум проводится в 5-й раз. Какие цели ставит перед собой данное мероприятие? Да, безусловно, в 5-й раз Московский финансовый форум был учрежден после того, как был учрежден День финансистов. 219 лет назад было учреждено Министерство финансов Российской империи. И 11 лет назад был учрежден этот праздник, и инициатива Министерства финансов Российской Федерации, которая была поддержана правительством Москвы, это проведение ежегодного Московского финансового форума. Вот данный форум, если в прошлом году он не проводился в силу ограничений, да, при развитии пандемии, и в этом году, конечно, он собрал достаточно большое количество участников. Тематика его была «Экономика и финансовые рынки. Устойчивое развитие в меняющемся мире». То есть, безусловно, в течение всего этого года отмечает, что 2020 год внес очень большие коррективы не только в экономику многих стран и в нашей стране, безусловно, но при этом было отмечено, что вот этот пандемийный кризис Российская Федерация прошла достаточно устойчиво. И сейчас уже отмечается восстановление экономики до пандемийного уровня. Отмечается, что даже процент роста составляет сейчас 4,5%. Это достаточно высокий показатель. Почему? Потому что главной задачей для обеспечения устойчивого развития всего общества, населения и гражданина, это, конечно, обеспечение устойчивого роста экономики. Это является задачей и правительства Российской Федерации, и всего государства. Именно это отмечалось, и кроме того, отмечалось, что были приняты достаточно сбалансированные меры по ограничению, связанные с противодействием распространения новой коронавирусной инфекции, и в то же время поддержки экономики, чтобы она у нас не рухнула. В этот период было отмечено, были приняты беспрецедентные меры и прямой поддержки. Мы знаем, что была оказана прямая поддержка гражданам, особенно семьям с детьми. И, кроме того, была оказана прямая поддержка и субъектам малого и среднего предпринимательства, когда выдавались средства на поддержку оплаты труда, чтобы не усугубить развитие безработицы. Вот эти сбалансированные меры поддержки государств, как граждан, так и малого и среднего бизнеса, они позволили выдержать вот этот удар. И сейчас констатируют, что экономика Российской Федерации, она выправляется и показывает темпы роста даже выше, чем в многих развивающихся странах, где были приняты, либо не были приняты меры, либо были слишком жесткие меры приняты, ограничительные. Констатируется, что в Российской Федерации был найден баланс, когда и система здравоохранения выдержала, и экономика выдержала. Конечно, ставятся большие задачи. Вот на форуме одной из главных задач, и это было выступление председателя правительства Михаила Мишустина, это задача удовлетворения потребностей человека. Создание тех условий, когда благосостояние человека растет и чувствует себя комфортно в среде. И все говорилось о том, что сейчас, даже это финансовый форум, все равно речь идет именно о человеке. То есть в центре всей политики, которую сейчас проводит и президент Российской Федерации, и правительство Российской Федерации, стоит человек. То есть вот это то, что называют человекоцентричность всей экономики, всей системы и финансовое обеспечение всех мероприятий должны быть направлены на удовлетворение потребностей человека в сфере здравоохранения, образования, услуги, о которых сейчас много говорят, которые должны быть доступны в прямом доступе, то есть это быстрый доступ к услугам и получение качественных услуг. И даже та цифровая трансформация, которая сейчас происходит масштабная, принимается стратегия цифровой трансформации в Российской Федерации, где ставится задача в ближайшие годы
довести до 100% услуг, которые будут доступны гражданам буквально из дома, онлайн. Не нужно ходить никуда в очередь и так далее. Безусловно, это повышает условия. Вы приняли участие в панельной дискуссии «Долговая устойчивость субъектов Российской Федерации. Тенденции и перспективы» как гость. Какие идеи там были озвучены и какие интересные предложения вы, может быть, отметили? Да, безусловно, устойчивость финансовых рынков и, соответственно, субъектов Федерации зависит от долговой устойчивости. Насколько они прошли этот путь, не набрали ли много заимствований ввиду того, что, конечно, в прошлом году было падение доходов из-за замедления темпов экономики. Но констатировали о том, что субъекты тоже выдержали. То есть государственный долг субъектов вырос незначительно. И более того, вы знаете, что в мае, в апреле в послании президента Российской Федерации была предложена мера поддержки всех субъектов Федерации. Это реструктуризация коммерческого долга путем предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета по очень щадящей ставке 0,1% годовых. Это как раз-таки тоже один из примеров поддержки долговой устойчивости субъектов Российской Федерации. Отмечали, что долг не вырос, и это в целом финансовую систему удерживает в устойчивом состоянии. Более того, было подчеркнуто, что на 1 сентября, на 1 августа на тот период отмечалось Министерством финансов Федерации, что консолидированный бюджет всех субъектов Федерации, он вырос, и вырос почти на 20%. Это очень серьезное. Это как раз демонстрирует восстановление в 2021 году темпов экономики, доходов в бюджеты после 2020 пандемийного года. Это тоже было как пример того, что меры, принятые правительством Российской Федерации, президентом Российской Федерации в этот период сложный, были сбалансированы и помогли удержать экономику и здоровье граждан в сбалансированном виде. Продолжим тему влияния пандемии на экономику. На форуме говорили о негативном влиянии пандемии на устойчивость экономик целых государств. А каковы характеристики исполнения бюджета региона? Да, вот то, что упоминалось и на этой секции, на пленарном заседании, выступлении Мишустина, где он говорил не только о темпах развития экономики, и что у нас все силы должны быть сейчас направлены на удержание устойчивого роста экономики, который обеспечит наполнение бюджетов всех субъектов и страны в целом. Говорилось о том, что нужно развивать здравоохранение, образование, комфортную городскую среду. Говорилось также и такие направления, как финансовая грамотность, инициативное бюджетирование. Все эти направления звучали в выступлении председателя правительства. Влияние пандемии прошлого года, конечно, если, например, прошлый год мы исполнили государственный бюджет с объемом 249 миллиардов рублей, это 250 миллиардов, то сейчас мы видим, что мы уже более чем на 18% идем темпы прироста на 1 сентября по сравнению с 1 сентября 2020 года по доходам. И мы прогнозируем, вот сейчас будет предстоит корректировка, третья корректировка государственного бюджета, и мы планируем в 2021 году достигнуть показателей госбюджета 280 миллиардов. Это почти на 14% выше или на 30 миллиардов выше показателей 2020 года. И они выше даже показателей 2019 года. То есть экономика, даже если взять Республику Саха-Якутия, мы знаем, что у нас ведущая наша компания, алмаздобывающая компания в этом году восстановилась, и это, конечно, помогло существенная поддержка государственному бюджету налоговых и неналоговых доходов. Компании, крупнейшие наши налогоплательщики, работают на территории достаточно успешно. Это тоже говорит о том, что пандемийный кризис был пройден, и темпы роста экономики позволяют нам увеличивать доходы государственного бюджета, которые, конечно же, направлены на обеспечение всех, безусловно, социальных обязательств перед гражданами, но и, кроме того, и инвестиционное развитие. Инвестиционный бюджет этого года у нас составляет 32 миллиарда. Самая высокая цифра за последние годы. То есть мы достаточно уверенно сейчас исполняем бюджет и прогнозируем, что к концу года мы выйдем с достаточно 14% ростом по сравнению с 2020 годом. Один из инструментов участия населения в осуществлении самоуправления – это инициативное бюджетирование. Какие планы этого проекта в этом году и на следующий год? Да, мы уже 5-й год реализуем программу поддержки местных инициатив. И надо сказать, что население воспринята эта программа очень позитивно.
И не зря на всех всероссийских конкурсах, которые ежегодно проводятся среди субъектов по проектам инициативного бюджетирования, наши проекты неизменно занимают призовые места в номинациях. Например, в 2019 году это был проект автобусной остановки в селе Майя, тоже за диплом первой степени в номинации «Общественное участие». А ведь на конкурс представляется более 600 проектов из 60 субъектов федерации. А наши проекты выигрывают. В 2019 году также диплом первой степени получил проект «Экоквантум», который был реализован в детском саду в Червопчинском Улусе, так? Там, где было инновационное оборудование для детей установлено для обучения. В этом году уже участвуют 900 с лишним, 915 проектов из 67 субъектов федерации. Он проводится в 2 этапа. И вот во второй этап были отобраны 25 проектов, и среди них проект опять Республики Саха-Якутия из Червопчинского района. Это Дом народного творчества АЛГ в номинации «Общественное участие». То есть в отборе, само инициативное бюджетирование, процедура его происходит именно, строится на инициативе самих граждан. Они отбирают и голосуют за тот проект, который будет реализован на субсидии, предоставляемые из государственного бюджета, плюс софинансирование местного бюджета, софинансирование граждан и местного предпринимательского сообщества. И в этом как раз и проявляется вовлеченность граждан, и они становятся соучастниками реализации проекта благоустройства, летних водопроводов, ремонтов тротуаров, ремонтов социальных объектов, дома культуры. Это уже становится частичкой, конечно же, своего вклада, и этот проект становится для них своим. И даже в дальнейшем в эксплуатации это чувствуется, эти проекты, конечно, берегут. Валерий Алексеевич, коротко, у нас остается буквально 1 минутка. Хочется узнать ваше мнение. Каким образом можно повысить финансовую грамотность населения в нашей республике? Да, это очень актуальная тема, и не зря даже на Московском финансовом форуме выступление Мишустина было направление реализации стратегии финансовой грамотности. У нас открыт сейчас Центр финансовых компетенций, и мы во всех школах в этом году, с нового учебного года, вводим уроки финансовой грамотности. Финансовая грамотность – это один из безусловных уровней жизни каждой семьи, который направлен на благополучие семьи. Валерий Алексеевич, спасибо, что нашли время, пришли к нам и ответили на наши вопросы. Спасибо. О 5-м Московском финансовом форуме нам рассказал Валерий Жандоров, министр финансов Республики Саха-Якутия. Это было актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.